В Юго-Остинском госуниверситете прошла конференция, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. Участие в работе конференции приняли члены ассоциации «Апрял», преподаватели и студенты ЮУГУ. Почетными гостями стали советник посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия Игорь Терзиян и глава Русского дома Сергей Комиссаров. Открыли ее студенты филологического отделения, исполнив патриотические композиции. Президент Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Залина Тедеева рассказала об истоках и значении праздника, подчеркнув, что язык и культура являются важнейшими носителями национальной идентичности. По традиции 24 мая студенты и преподаватели университета собрались с тем, чтобы отметить очередную 1162-ю годовщину создания славянского письма. Уважение к минувшему, интерес к истокам возникновения славянского письма, внимательное всестороннее исследование истории культуры, знакомство с богатейшим наследием славян. Наверное, это единственно правильный путь понимания ценностей русского мира. Она также отметила выдающуюся роль святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, составивших глаголицу и первый славянский алфавит. Более тысячелетия именами Кирилла и Мефодия гордится поколение славян, да и мы, осетины, в числе тех, кто гордится именами Кирилла и Мефодия. И это и понятно, потому что именно два брата, Кирилл и Мефодий, болгары по происхождению из греческого города Салоники в середине IX столетия, создали шрифт, благодаря которому славянские народы обретли свою письменность. И мы, осетины, пользуемся алфавитом, который продолжает традиции древней славянской азбуки, изобретенной этими двумя первоучителями славянскими. Среди присутствующих был член Ассоциации преподавателей Алан Тедеев, которому посчастливилось побывать в Салониках, родине Кирилла и Мефодия. Он поделился с собравшимися своими воспоминаниями о паломничестве, представил фотографии достопримечательностей и святых мест города. Я по приглашению игумена Русского Свято-Пантелеймона монастыря на Афоне посетил Святую гору Афон, и путь туда лежал через город Салоники. Для меня на тот момент настолько глубоко изучавших веру православную, Кирилл и Мефодий в первую очередь были просветителями, которые создали для нас алфавит и азбуку. Но более глубоко познакомившись с их деятельностью, я пришел к пониманию того, что это были люди высокой духовности, которые своей святой жизнью заслужили право быть названными равноапостольными. Советник посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия подчеркнул культурную и историческую важность праздника и актуальность подобных встреч для укрепления профессионального единства. Сегодня русский язык, русский алфавит, славянский алфавит – это достояние миллионов людей. На нем пишут в десятках стран мира, в том числе и в Республике Южная Осетия. Вот вчера на Международном экономическом форуме, который проходил и проходит сегодня в городе Минеральные воды, президент Республики Южная Осетия в рамках межправительственной комиссии, в которой участвовала Южная Осетия, еще раз заявил, что Южная Осетия является частью большого русского мира. И это дорогого стоит, потому что, как уже Залина Константиновна сказала, многие мыслители, многие великие сыны Южной Осетии, они свою мудрость, свои знания донесли до нас именно на славянском языке. Глава Русского дома Сергей Комиссаров выразил благодарность Залине Тедеевой и организации «Апрял» за проведение подобных встреч. Я бы хотел всех присутствующих поздравить не только с Днем славянской письменности и культуры, но и с Днем филолога, который отмечается на следующий день, 25 числа. Здесь профессиональное сообщество собрано и, конечно же,
Вы все, как филологи, прекрасно знаете историю образования языков и изложения мыслей в письменном виде. Часть информации, которую мы передаем, да, она с возрастом или со временем стирается в нашей памяти. И вот алфавит позволяет хранить эту информацию. Если бы не было алфавита, не было бы слова о полке Игореве, да, и мы бы мало что знали о нашей истории. Далее в рамках встречи прошло награждение. Грамотами и памятными подарками были отмечены победители и призеры конкурса на лучшее эссе. Главной темой работ стала Великая Отечественная война. Школьники и студенты изложили свое видение военных событий в работах. Работа Сабины на нас произвела большое впечатление, потому что это такая большая работа, такая серьезная работа, и такое желание рассказать о своем односельчанине герою. От имени всех членов жюри благодарность участникам конкурса выразила профессор Наталья Гассиева, отметив большой труд ребят. На самом деле ребята все молодцы, искренняя благодарность не только самим авторам этих работ, но и тем, кто с ними работал. Там прослеживается и работа педагога, и работа родителей, работа всей школы. За это, конечно, огромная благодарность всем. Далее по программе были представлены содержательные доклады. Круглый стол стал важной платформой для профессионального общения, объединив всех, кто стремится сохранить и развивать русский язык. Агунда Губозова, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня.